Это программа «Актуальное интервью», в студии Влад Давыдов. Здравствуйте. После зимних холодов многие жители Якутска захотят выйти на природу. Как подготовился к встрече туристов национальный парк «Ленские столбы»? Об этом мы поговорим с директором парка Аркадием Семеновым. Аркадий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о готовности работы парка к приему возможных туристов, посетителей. Многие туристы сейчас хотят проводить отдых с комфортом. Как обновляется инфраструктура парка на сегодняшний день? В связи с тем, что в прошлом году туристический сезон как открылся, так же быстро и закрылся у нас, да, мы ожидаем в первую очередь большой наплыв туристов. Я надеюсь, в этом туристический сезон даст нам возможность принять наших гостей и завершить от начала до конца туристический сезон. Мы на сегодняшний день провели работу по пробивке автозимника подножия Ленских столбов. Организовываем сейчас ледовый городок небольшой, да, парковочные стоялки и места общепита. С нами сотрудничают, конечно, не такое огромное количество, но несколько предпринимателей готовы работать в период зимнего туристического сезона и предоставить услуги по питанию нашим туристам. Что касается вообще планов на 2021 год, они, конечно, огромные. В первую очередь, это, конечно, строительство объектов туристической инфраструктуры, это реконструкция и капитальный ремонт нашей смотровой. На сегодняшний день готовится проект по данному направлению. Ну и огромное внимание мы будем уделять развитию науки на территории нашего парка. Мобильные дома для туристов. Расскажите про это. В 2020 году Министерство природных ресурсов для своих подведомственных учреждений объявило конкурс. Наш парк принял в этом конкурсе участие. Мы разработали, я считаю, неплохой проект, который должен быть реализован в 2 этапа. По итогам данного курса 2020 года наш парк удостоился права профинансировать первый этап нашего проекта. Деньги в прошлом году нам поступили, в прошлом году также мы провели аукцион. На сегодняшний день госконтракт подписан и есть подрядчик. И работы уже начаты. И мы надеемся, что в августе, в сентябре мы завершим все работы по строительству данной инфраструктуры. Это будут гостевые дома современного типа, они полностью благоустроенные, полностью будут осуществлять свой прием туристов круглогодично. Поэтому, я думаю, мы постараемся всех удивить и надеемся на положительную реализацию данного проекта. Второй этап проекта мы будем реализовывать в следующем году, по завершению первого. Что касается того, как жил и работал парк во время пандемии, во время ограничений, какова была посещаемость до ограничительных мер, до пандемии, каков был в период пандемии, вообще как пережил парк «Ленские столбы» вот эти так довольно жесткие времена? Если сказать коротко, то на самом деле мы являемся бюджетным учреждением. И в отличие от предпринимателей, которые действительно в период пандемии очень пострадали, сотрудники парка, как мы являемся бюджетным учреждением и финансируемся из бюджета, федерального бюджета, сложностей никаких, конечно, у нас по финансированию и выплате заработной платы не было. Но, конечно же, было бы очень хорошо, если бы этой инфекции не было бы, и болезни вообще это не было бы. Тогда бы туристы в прошлом году, как и в предыдущие годы, нас активно посещали. Я хочу просто отметить, что как и в 2019, 2018 и 2017 году зимний туризм у нас активно развивался до прошлого года. В связи с пандемией мы 19 марта закрылись, но в 2019 количество туристов, которые посетили зимний сезон, это было более 15 тысяч человек. В прошлом году, к сожалению, за весь сезон, небольшой сезон зимнего и осенний сезон, нас посетило около 9 тысяч человек всего. И то это с тем условием, что мы большую часть сезона туристического, как и зимнего, так и летнего, мы не работали. Мы надеемся на то, что все-таки в этом году никаких ограничений в связи посещения нашего парка не будет.
потому что это свежий воздух, это не закрытые помещения. Поэтому надеюсь, что все-таки с теми задачами, которые ставит перед нами и Министерство природных ресурсов, и те рекомендации, которые есть Роспотребнадзора и Минздрава, мы будем полностью соблюдать. И, надеюсь, наши граждане нас посетят. Можно ли сказать, что именно в зимний период лучше всего посещать ваш парк, чем в любой другой сезон? Легче добраться, маршруты там проложены получше, поинтереснее. Так ли это или можно и в другой сезон тоже Если добираться? посмотреть по статистике, это указывает на то, что в зимний сезон у нас больше, из года в год больше людей. Это, наверное, объясняется тем, что люди семьями меньше тратят на поездку, затраты меньше, чем в летний период. В летний период надо нанять катер, затраты на себестоимость по доезда до нас в летний период, они в разы больше. Поэтому в зимний период, от 2017 года, как только мы начали пробивать автозимник к подножию Ленских столбов, каждый житель, имеющий у себя автотранспорт, они свободно в любое время могут к нам приехать, и это, наверное, здорово. И не только вот жители наших близлежащих и удаленных районов республики, но и жители всего Дальнего Востока потихоньку к нам едут, и это здорово. И мы активно будем поддерживать данное направление, и зимний туризм, он по-своему очень красив. Зимние пейзажи после долгой зимы, прекрасная погода на берегу нашей великой реки Лены и за Ленскими столбами, на самих Ленских столбах, я думаю, это лучше не придумаешь. О тарифах поговорим, посещение, насколько дорого или доступно, изменились ли тарифы по сравнению с прошлым годом, как сейчас обстоят дела с ценами? По тарифам в прошлом году вышло постановление правительства Российской Федерации о предельном установке тарифов за нахождение на территории ОУПТ федерального значения. На сегодняшний день эта цифра говорит не менее 1% от прожиточного минимума на территории РФ. Грубо сказать, это в районе 121 рубля, если прожиточный минимум, у нас 12 150, по-моему, с копейками. И вот мы на сегодняшний день, наши экономисты все рассчитали, направили в министерство для согласования данный тариф. И сегодня мы за нахождение на территории национального парка тариф у нас составляет 200 рублей. Плюс это будет 150 рублей за рекреационные услуги и за содержание наших объектов, и в том числе экологических троп, смотровой и так далее. Но в чем отличие между постановлением прошлого года и предыдущих? В том, что категория льготников на сегодняшний день увеличилась в разы. Сегодня льготные категории, такие как многодетные семьи, такие как ветераны, все категории ветеранов, в том числе пенсионеры, имеют право не оплачивать ту стоимость за нахождение на территории парка, тот взнос. Поэтому я думаю, здесь, и в том числе и школьники. Если школьники раньше, дети у нас платили 50% от стоимости за нахождение за входную зону на территории парка, то сейчас эта сумма не освобождена. Поэтому здесь, я думаю, это будет огромным подспорьем для жителей. При предъявлении всех удостоверяющих документов люди могут воспользоваться тем правом, который дало им государство. Аркадий Анатольевич, поговорим о работе государственных инспекторов, чем они занимаются и что такое зимний маршрутный учет. Основные люди, которые сотрудники наших государственных инспектора, старшие государственные инспектора, участковые государственные инспектора несут работу круглосуточно и круглогодично на территории как национального парка, так и на территории государственного природного заповедника Медвежьи острова. Основная их работа — это сохранение уникальных природных комплексов и выполнение биотехнических мероприятий, которые сегодня существуют вообще и к которым мы должны, как учреждение, которое охраняет не только территорию парка, но и всех краснокнижных видов животных и всех объектов животного мира, которые находятся. Вот основная работа, конечно, на наших инспекторах. Сегодня я могу сказать, что эта зима была очень лютой и очень суровой. Порядка 2 месяцев стояли морозы
ниже 50 градусов, поэтому мы огромный упор делали на биотехнические мероприятия, это подкормку наших копытных на территории парка. Что касается зимнего маршрутного учета, это государственный мониторинг объектов животного мира, которые и среда их обитания, которые находятся на территории ОПТ. Благодаря зимнему маршрутному учету мы определяем количество того или иного вида, который находится у нас на территории парка. И это необходимо, это нужно сделать. И буквально с сегодняшнего дня наши инспектора приступили к данному мероприятию. Зимний маршрут учета у нас будет проводиться согласно приказу с 15 февраля по 31 марта. 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя. Какая работа организована на Медвежьих островах? Да, я вот, если кто-то не понял из телезрителей, я хочу просто напомнить, что в июле прошлого года вышло постановление правительства Российской Федерации о создании государственного природного заповедника Медвежьи острова. В августе прошлого года нам данное учреждение передано как структурное подразделение нашему учреждению. И сегодня проведена огромнейшая колоссальная работа по созданию еще одного федерального учреждения-заповедника. Набран штат сотрудников в количестве 20, в том числе 11 госинспекторов. Основная база у них в Чешском, поселке Чешском, Нижнеколымского района. И та работа, которая была проведена и коллективом Нацпарка, и коллективом Медвежьих островов, конечно, заслуживает огромное спасибо за ту самоотверженность, которой в кратчайшие сроки мы добились определенных результатов. Сегодня Медвежьи острова мы закупили огромное количество техники, и на сегодняшний день инспектора у нас практически оснащены всем тем необходимым, которые нужны для несения службы в суровых арктических условиях. Символом Арктики, безусловно, является белый медведь. И то, что вы сказали, 27 февраля, да, будет действительно День белого медведя, международный день, да, и символ Арктики, конечно, безусловно, тот объект, который мы охраняем на территории Медвежьих островов. Мы, безусловно, будем его выполнять, те задачи, которые ставит перед нами Министерство природных ресурсов. И Медвежьи острова сами по себе уникальны тем, что оно признано родильным домом белых медведей. В этом плане учреждением проводится колоссальная работа совместно и с Дирекцией биологических ресурсов Министерства экологии Республики, и с Министерством природных ресурсов, и с Фондом дикой природы ВВФ России, да, о том, чтобы продолжить в этом году тот медвежий патруль, те работы по мониторингу популяции, численности и путей миграции белых медведей, которые проводили за последние несколько лет. Мы будем активно с ними сотрудничать в этом плане и, конечно же, проведем. Что касается непосредственно самого дня белого медведя, то я просто не хочу идти впереди паровоза. У нас есть в этом году хороший проект. Я просто хочу сказать, что благодаря реализации данного проекта мы сможем наших победителей этого конкурса, а он будет проходить несколько этапов в течение этого года, и результаты мы объявим 27 февраля следующего года, то мы сможем победителей этих этапов увести непосредственно на территорию заповедника и показать белого медведя в его естественной среде. Этот конкурс будет запланирован именно для детей, школьников. И на самом деле всю подробную информацию мы объявим непосредственно 27 февраля. Аркадий Анатольевич, спасибо. Гостем программы «Актуальное интервью» был директор национального парка «Ленские столбы» Аркадий Семенов. Я, Влад Давыдов, с вами прощаюсь. До встречи в эфире на телеканале «Якутия-24».